Сейчас Петкевич, вот по моим ощущениям, это такой Георгий Жуков Великой Отечественной. Это все, что может Караник, это, по-моему, поддакивает Лукашенко. Я не исключаю, что это бесит уже даже самого Лукашенко. Чувствуется, да, вот историческая личность, да, у него даже падеж скота исторического масштаба. БДСМ, литература трапила в список забороненных книг. Это вопрос политический. Не дай бог, белорусы начнут получать удовольствие от репрессий. Это надо запретить жесточайше. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Рода, вы на канале ТОК, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай аглядальніцай, а таксама галоўнай рэдактаркай Плана Б Воля Луйка. Воль, вітаю. Привет. Адна з самых гучных перастановак, якая адбылася за апошні час у лукашэнкаўскай сістэме, гэта перастаноўка Наталі Петкевич. Яна прыкладна год адпрацавала ў адміністрацыі лукашэнкаўскай, была намесніцай кіраўніка, і вось цяпер яе зрабілі віцэ-прэм'еркай па сацыялцы, можна так сказаць. Як ты думаеш, з чым гэта звязана? Тому што многія ўспрынялі гэта як паніжэнне Петкевич, то бок не вытрымала канкурэнцыі ці яшчэ штосьці. Як ты ўспрымаеш? Ни в коем случае не сказала бы, что это понижение Петкевич. Сейчас Петкевич, вот по моим ощущениям, это такой Георгий Жуков Великой Отечественной, да? Следующий фронт, который важен, нужен. Она не возглавила, а стала заместителем главы администрации, потому что была важная политическая кампания, которую надо было выжать из нее максимум. Она это сделала и сейчас получает новый, еще более сложный участок фронта. На самом деле у Лукашенко многие должности, они достаточно формальные. То есть не то, что формальные, они не объясняют функцию человека. Допустим, Наталья Качанова. Кто такая Наталья Качанова? Глава Совета Республики. Слушайте, предыдущий глава Совета Республики не делал многое из того, чего делала Качанова. Качанова это был такой консильери Лукашенко. Да? Вот это человек близкий и голос, уши, вот все Лукашенко. Функции главы Совета Республики с этим связаны достаточно косвенно на самом деле. Это просто его человек на каком-то участке. Так и тут. Я убеждена, что Наталья Владимировна ничего не потеряет в плане политического веса. Участок, который она получила, реально сейчас самый горячий. Самый. Тогда горели выборы, сейчас выборы потухли. Политическая активность в Беларуси, зачем Беларуси политическая активность? В ближайшее время она нам не понадобится. Даже Всебелорусское народное собрание благополучно сползло уже на следующий год. Ну, потому что реально, что суетиться? Да? Все, выбор сделан. Да? Живем нормальную жизнь. А тут получается, что буквально за несколько месяцев несколько невынужденных ошибок. Да? Подставились сильно и нехорошо с картошкой. О том, что это совершенно на ровном месте споткнулись, мы обсуждали в прошлой передаче. А зараз рагочуць все, у тым ліку Путин просто издевается. Стябе Лукашенко. Да. С пакистанцами то же самое. Да? Пакистанцев еще не было, и нет, пакистанцы все равно будут, при этом мы уже облажались. Совершенно на ровном месте, невынужденная ошибка. И где был тот, кто должен это все как-то был смягчать, соломку подстилать и превращать какие-то дурацкие заявления и идеи в нечто вполне себе удобоваримое. Да, фактически это функцию, которую много лет выполнял Михаил Владимирович Мясникович, который все ждали, как он объяснит вот эту какую-то дурацкую идею Лукашенко, допустим, не знаю, там, посадить всех тунеядцев, да. Михаил Владимирович, что там у нас с тунеядцами, что делать будем? Ну, вот объясняют, что надо, значит, там вот кому-то помочь, кому-то это. То есть попытаться выжать из идей, которая не сулит ничего хорошего, кроме сплошных проблем, какое-то рациональное зерно, что-то найти полезное и исполнимое, и сказать, что вот именно это, безусловно, имел в виду Александр Григорьевич, и потом рассказать самому Александру Григорьевичу: вот спасибо, что вы своевременно обратили внимание. Видите, как хорошо получилось? Все благодаря вам. Это такое большое чиновничье искусство, да? Понять, интерпретировать так, чтобы не нанести ущерба окружающей среде и человечеству. Да, я думаю, что адекватный чиновник даже геноцидом белорусского народа занялся бы гораздо более нежно, аккуратно и не доводил его до таких масштабов. Відавочна, што адсутнічае ў сістэме чалавек, хто ўмее проста камунікаваць з людзьмі, з народам, так? Да. Неяк адэкватна артыкуляваць тыя месседжы, якія яны збіраюцца праводзіць. Пакистанцев надо продать белорусам.
Да? Не надо допускать вот эти волны хейта, ужаса и так далее. Не надо орать, что, значит, чем вам наши пакистанцы не нравятся. Надо очень вежливо, культурно объяснить, как нам будет классно с пакистанцами. Пакистанец твой друг, береги пакистанца. Пакистанцы очень полезные. Ну, то есть вот ласково и так по-женски. Я очень убеждена, что Петкевич вполне сможет это сделать. Ну, по крайней мере, лучше, чем Караник, потому что все, что может Караник, это, по-моему, поддакивать Лукашенко. И я не исключаю, что это бесит уже даже самого Лукашенко. Ну, потому что реально ты ждешь от человека какого-то определенного сопротивления, полезного для работы. А когда тебе просто поддакивают, да, это немножко в хозяйстве неудобно. Ну, то есть спасибо, конечно, но на хлеб не намажешь і народу не пред'явіш. Поэтому... Але ж таксама цікава, што Лукашенко пры гэтым заклікаў чыноўнікаў чытаць тыктокі, чытаць, заўважце. Але з тым, што, маўляў, трэба да людзей з павагай ставіцца, трэба прыслухоўвацца, так? Хаця все чыноўнікі разруліваюць праблемы, створаныя заявамі Лукашэнкі, так? Але, тым не менш, ён, мне здаецца, першы раз артыкуляваў, што з людзьмі трэба па-чалавечы ўвогуле. Абсолютно, потому что на самом деле ведь даже проблему тиктоков, чиновник как может решать проблему тиктоков? Лукашенко сказал читать тиктоки. Значит так, быстро поручить всем своим, снять тиктоки, где будет другая позиция, да, более удобная, более приятная. Они не понимают, что так не сработает, да, что надо реально работать с запросом людей. Петкевич работать с запросом умеет. Людей, бизнесменов, чиновников, неважно, да, понять, что от тебя хотят, и сделать, реализовать это. Караник это прям был не тот человек. Вот назначать пенсии, как-то разруливать какую-то мелкую бытовуху, возможно, но это было странное назначение и заведомо слабое. Але Каранік, канешне, яно выглядае па ўсім страціў апошні гонар, які ў яго яшчэ, можа быць, неяк заставаўся, таму што вось гэта ягоная заява, калі ён развітваўся так з адміністрацыямі, так, кабінетамі і вертыкаллю, сыходзячы на пасаду цяпер ужо старшыні Акадэміі навук, што мы ўсе государовы людзі, ну, умоўна, куды поставить, туды пойду, так? Як побитый собака он сходил. Это как ты чьих будешь, да? Я государев, да. Совершенно не белорусская формулировка, абсолютно убогая, прям заведомо унижающая честь, достоинство крупного специалиста, хорошего врача и так далее. Да, знаешь, похоже, что все-таки это реально ситуация, когда уход из медицины оказался фатальным для человека, когда у него был очень хороший имидж, очень горевали люди, кто у него лечился. Когда он уходил, его считали классным пульмонологом, но быть пульмонологом и быть чиновником – это совершенно разные, на самом деле, таланты. И тут уже ковид все показал. Да? Ведь это испытание оказалось прям его профильным. Да? Он был министром здравоохранения, и при этом это твой профиль, ты пульмонолог, ты понимаешь всю физиологию, все риски, всю опасность, как это развивается. И ты все равно поддакиваешь Лукашенко. Да, действительно, мы с такими вирусами сталкивались. Мы с такими вирусами сталкивались, но все многократно писали об отличиях этого вируса, о том, что надо делать, пока этот вирус не станет действительно максимально похож на то, с чем мы сталкивались, да. Не получалось. На самом деле, тут, конечно, есть некоторое такое завышенное ожидание. У многих людей не очень получалось общение с Лукашенко. Я даже по своим коллегам знаю, что многие, прям очень стрессовали, когда он начинал вот этот диалог такой, как он любит, такой рваный, жесткий, с какими-то наездами непонятными, с какими-то такими подколами, да, не очень приятными и совершенно некомфортными для собеседника. Поэтому я не исключаю, что Караник, просто ему такой стиль, такой ритм не подходил чисто по-человечески, да. А дальше уже пошло как пошло, что называется. Але дзіўна, што бачыш, яго накіравалі менавіта ў Акадэмію навук, таму што тое, што Каранік не на сваім месцы для ўсіх як бы відавочна, але што ён будзе на сваім месцы ў Акадэміі навук, пры тым, што ў яго няма доктарскай ступені, і ён увогуле всю сваю кар'еру будаваў не акадэмічную, так, ён ішоў як доктар, пасля як чыноўнік, і цяпер раз, і ты апынаешся ў Акадэміі навук, так, і таму, канешне, акадэмікі трошку здзіўленыя тым, што да іх прыйшоў менеджер непрофільны, хаця я персанальна разумею, што можна быць добрым менеджерам і не быць там
навукоўцам-акадэмікам кшталту. Ну, мне кажется, господин Гусаков доказал, что во главе Академии наук может быть буквально кто угодно. Ну, серьезно, да, докторская, не докторская, хоть 2 докторские. Я от него была под очень большим впечатлением от широты его научных интересов. Да? Я про его публикацию о братском русском и белорусском языке, я специально его биографию даже пересчитала. Он точно экономист по сельскому хозяйству, вот в плане своих научных интересов. Нет, его интересы оказались... Тут треба зачитать, чтобы все разумели, про что мы говорим. На самом деле это надо высечь в камне. Ну, для начала можно просто зачитать. Да, значит, навуковый доклад Гусакова называется «Белорусско-русское двуязычие, исторически сложившаяся духовно-культурная ценность народа». Ну и, значит, несколько легендарных цитат. Важно подчеркнуть, что русский язык отрабатывался столетиями и выкристаллизовывался в наиболее удобной форме, наполненной глубоким смыслом. То, что значится в русском языке, порой невозможно 100% передать на других языках. Поэтому, чтобы наиболее полно овладеть наследием русской культуры, обязательно надо знать в подлинности русский язык. Этот язык впитал в себя мудрость огромного количества поколений, включая такие образные выражения и обороты, которым не подвластны и не посильны другим. Хочется использовать несколько образных оборотов, которые просто реально непосильны другим, да? Але тут же просто там далей працяг, я ще зачитаю, тому что далей яшчэ цікавей. Наряду с достоинствами он лишен недостатков многих известных языков других стран и народов. Так, русский язык не приемлет резкости и напористости английского, скороговорки и громкости итальянского, спешности и неполной выразительности французского, маршевости немецкого, пшеканья польского. Так и написано. Он не зацикливается на произношении каких-то отдельных гласных и согласных и в бесконечном повторении однообразных окончаний. Это язык универсального использования и вездесущей пригодности. На нем одинаково ценно отражаются как исторические хронологические сведения, так и жизнеутверждающее народное повествование, романы и рассказы. Он хорош и для литераторов, и для ученых, и для театральных деятелей, и для инженеров, и для бытовых целей. Особенно для бытовых целей. Короткие, емкие выражения из этого языка повсеместно используются. Вошли, так сказать, в эту скорбонку мировой культуры. И вишенка на торте. Может, об этом и не стоит? Может. Но на русском языке наиболее сочно звучат даже не нормативная лексика, так называемый сленг, которым пользуется весь мир. Ну, слава богу, привнесли, так сказать. Да? Старался як мог, да? Да, реально не стоит, не стоило. Нет, вот не стоило, да. Было браться за эту тему да, человеку, который занимался сельской господаркой. Ну, стоило выучить русский язык в подлинности для того, чтобы наконец-то выматериться, так сказать, на весь мир и войти в историю. Ну, действительно, на всех остальных языках, наверное, это очень сложно. Мне интересно, откуда он это знает, вот и про французский, и немецкий, насколько свободно он владеет всеми этими языками. Ну, а поляки вообще, да, что они могут знать о литературе и филологии? І сапраўды, тому што я чула ягонае значэнне як антынавуковец ад сельскай гаспадаркі, так, што найбольш як бы ёмка тлумачыць, кто такие. Да, такой академик Лысенко из советского времени, который, да, немножко, не забывая, заметь, продвигать своих родственников по карьерной лестнице. То есть одно дело научные вопросики, это мы как-нибудь порешаем. Ну, на самом деле, у Лукашенко к нему было много претензий. Это он озвучивал много раз. Академия наук не выполняла запросы. Вот это электромобиль, значит, сделанный на коленке в одном экземпляре, очень странный. И обещания, которые не выполнялись. Ну, знаешь, я бы сказала, что научная сторона – это одно. Да? На самом деле, хороший менеджер – это хороший менеджер. Не обязательно хорошему менеджеру быть сильным научным деятелем. Но в Академии наук бывали действительно лидеры и по хозяйственной части люди, и сильные, и по научной. Вспоминал, по-моему, у вас был текст Бессараб, которого выперли из Академии
в том числе при участии господина Гусакова. После протестов 20-го. Да, после протестов 2020 года вспоминал он, допустим, Войтовича, как сильного ученого, который возглавлял Академию наук, по-моему, там, 97-2001, что-то такое. Ну, Так, давно. він вельми добре відгукався про його, що світлий чоловік, Да. який мог підтримати розмови на любую тему практично. Вот, он сильный физик. Ну, я, честно говоря, о нем не очень много знала. Ну, знала, что физик, знала, что возглавлял Академию наук, но я его помню по вот этим депутатским вещам, да, человек, который просто по своей инициативе в июне 2003-го, будучи спикером Верхней палаты парламента, объявил минуту молчания, потому что умер Быков. Да? Ну, человек вот может, да, вот, выступить с личной инициативой, почтить память там, известного белоруса. Ну, получить из-за этого кучу проблем, это понятно, но, знаешь, вот кто-то способен на такие поступки, кто-то способен просто защищать своих, не давать в обиду и пытаться быть эффективным менеджером, то есть определять сферы, куда могут пойти деньги, где можно привлечь какие-то ресурсы, где можно объединить ресурсы, где можно на стыке дисциплин что-то придумать, сделать. Ну, вот это все не обязательно для этого быть сильным научным деятелем. Надо понимать, как это работает, ну и надо уметь иметь свое мнение и отстаивать его. А вот этот навык у нас быстрее всего, к сожалению, ликвидируется в этой системе. Поэтому мы, кстати, можем вернуться, на самом деле, к тому, что произошло в правительстве, да, и к решению Лукашенко назначить Петкевич, вернуть Вакульчика в Минск, который после ссылки в Михайловском, да, не знаю, случилась ли у него там Болдинская осень, но, в общем, он оказался в Минске. Правительство, очевидно, усиливается. Это фактически, о чем мы с тобой говорили, что вертикаль Лукашенко, она становится горизонталью, она расширяет полномочия вице-премьеров, что вообще было ей никогда не свойственно. Люди смогут принимать, вице-премьеры, управленческие решения без согласия и согласования с премьер-министром. Будут собственные совещания, собственные решения, контроль их исполнения, и это прям удивительно для белорусской системы. Это, безусловно, усложняет конструкцию, это вертикаль расползается полномочиями. Я бы сказала, что все-таки экономический штаб правительства, оно заметно укрепляется и усиливается. И версия о том, что, ну, вот Вакульчика, наверное, там присматривать за ними всеми послали. У ягоная теперешняя новая позиция кіраўнік апарата Совета Министров. Да. Я бы сказала, что если бы его надо было поставить просто смотрящим, для этого есть какие-то менее хлопотные должности, где меньший функционал имеется, чтобы ты мог в свободном режиме, так сказать, присматривать за всеми остальными. Але хіба гэта не посада чисто такая бюрократичная, административная? Многое зависит от личности, на самом деле. Ну, Турчин тоже оттуда где-то выходил. И я знаю еще людей, которые там работали и были такими теневыми лидерами, на самом деле. И от них тоже немало зависело. Поэтому я бы тут не говорила, что это... Вот в сентябре 2020-го это была откровенная ссылка. Причем... Его на Брестщину сослали, он был да, инспектором от Лукашенки по Брестской области. Да, причем было не совсем понятно, это в Бресте происходит что-то сомнительное и надо там присмотреть Вакульчику за происходящим, или наоборот, Вакульчик в Минске слишком перетягивает одеяло на себя и надо его отправить куда-то, ну, с глаз долой и подальше от центров принятия решений. Але это дзіўна, тому што ён же быў топ-сілавіком, ён кіраваў КДБ, так? Это ключевая структура в системе Лукашенко. Особенно в сентябре 2020-го. И Лукашенко, назначая его, очень пространную дал такую, поставил задачу и сказал там, ну, ребята, быстренько прикиньте функционал, что же эти помощники мои будут делать, да? То есть вначале было решение, что его надо убрать туда, а потом стали придумывать, слушайте, так, а чем он у нас там займется? Давайте как-то это изобразим, чтобы это было на что-то похожее, ну, плановую перестановку. То есть ему фактически функционал придумывали после перемещения. Поэтому вот у меня первая все-таки была версия, что его важно было убрать из Мінска. Ну, цікаво бачу, що сапраўды тады выглядала, што яму ці то не зусім давяраюць, ці то лічаць занадта мяккім. Але тое, што яго цяпер вяртаюць з гэтай ссылкі, выглядае, што ўжо утрэслася ситуация, и она себя больше уполненно отчувает. Возможно. А возможно, ситуация может выйти из-под контроля, и важно, чтобы люди, умеющие держать ситуацию под контролем, скажем вежливо,
Да, чтобы они были где-то под рукой и на глазах. Ну так, атрымліваецца, міністрамі кіруе топ-сілавік. Ну, фактически, да. Але яшчэ рэмарка да партрэта Гусакова-старэйшых, о том, што ты закранула тое, што яго сапраўды абвінавачвалі ў тым, што ён прасоўвае сваіх сыноў па кар'ернай лесвіцы і дапамагае ім, таму што лесвіца кар'ерная сыноў таксама акадэмічная, а ён апынуўся волей лёсу на вяршыні гэтай лесвіцы. І вось у 22-м годзе мы пісалі, што ягоны сын Ягор Гусакоў у 33 гады, яшчэ не маючы ніякіх навуковых дасягненняў значных, так, не маючы нейкага кар'ернага шляху заўважнага, становіцца прарэктарам па навуковай працы ў ключавым эканамічным універсітэце, беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце, што на той момант выглядала абсалютна нечаканым. Так? То бок універсітэт реально быў у шоку, што такое магчыма. І, канешне, гэта наўпрост звязвалі з тым, што тата дапамог. Да, в 22 году пространство научное в Беларуси настолько очистилось, что даже такие высокие должности стали доступны идеологически проверенным людям. А ў 24-м яго, дарэчы, перавялі на тую ж самую пазіцыю ва універсітэт Акадэміі навук. Только здесь у меня папа академик, да. Как объяснить ваши большие успехи по академической линии, да. Але гэта не апошняе заўважнае прызначэнне за апошні час. У ПВТ змянілася кіраўніцтва, туды прызначылі цяпер Ганну Рабова, якая была намесніцай міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі, што, дарэчы, таксама можна разглядаць, напэўна, як нейкі крок у бок лібералізацыі, хаця мне цікава, што ты пра гэта думаеш, таму што проста да яе кіраваў Базанаў, з 23-го года. Базанаў, Александр Базанаў, ён вядомы таксама сілавік. То бок ён будаваў кар'еру ў КДБ, быў там прэс-сакратаром, а да яго даволі доўгі час, 6 гадоў кіраваў Усевалад Янчэўскі ПВТ. А Усевалад Янчэўскі доўгі час быў адным з ключавых ідэолагаў у лукашэнкаўскай сістэме. То бок таксама такая топ-асоба ў структуры. А зараз мала чым вядомая Ганна Рабова. С чем ты связываешь это? Слушай, меняется функционал. Янчевский – это была философия, идеология. Мы строили IT-страну на свою голову. В смысле, решил Лукашенко, что на свою голову. Строили на самом деле нормально. Экспорт пошел, айтишники белорусские – это бренд, динамика пошла, все замечательно. Потом случился 2020 год, там срочно понадобился силовик для нормализации, взятия под контроль и так далее. Благо наши айтишники сориентировались быстро, и к 2022 году, к войне, они уже были готовы к релокации. Но сейчас все закончилось. Это ведомство будет отвечать за взаимодействие нашей айтишки и государственного сектора, заниматься проектами цифровизации нашего народного хозяйства, совместными проектами с российским народным хозяйством. Для этого вполне достаточно и такого специалиста. Никакой идеологии, философии, ничего не надо, все будет под контролем, тем более, что все уже нормализовано. А где теперь Янчевский? В Эмиратах. Талантливый чиновник, Всеволод Вячеславович Непотопляемый. На самом деле занимается компанией, которая с ПВТ должна что-то там цифровизовать, как-то Объединенные Арабские Эмираты. Мне про какие большие достижения не слышала. Я не думаю, что это была ключевая задача на тот момент. Но он смог уйти с такой должности. Это большой чиновнический талант на самом деле, и многие ему наверняка очень сильно завидуют. Мы с тобой довольно долгий час уже говорили про проблемы с бульбой. Яны все яшчэ там фонава адгукаюцца, але зараз выйшла на першы план іншая праблема, і Лукашенко заявіў пра падзеж скота гістарычнага маштабу. Чувствуется, историческая личность, у него даже падеж скота исторического масштаба, Кто все это сделал за все предыдущие 30 лет? Действительно, цифры совершенно страшные, и за 23-й, и за 24-й год, там больше 100 тысяч каждый год голов крупного рогатого скота, больше 250 тысяч голов свиней. То есть реально цифры ужасные, но я все пыталась понять, как они будут озвучивать все-таки причины этого.
Ну, на самом деле, падеж скота активно обсуждается везде в мире. Это частая достаточно проблема. Животные болеют, эпидемии. Мы помним, какой там 13-14 год, когда реально горела вся Евразия, африканская чума свиней просто выкашивала поголовье. Беларусь держалась просто героически. Даже дикие кабаны, больные АЧС, которых находили в Польше, Литве, Латвии, России, везде вокруг, они имели совесть и белорусскую границу не переходили. Ну, не было. Не было. Да? Мы мастерски делали вид, что ничего такого нет. Нагадывая ситуацию с ковидом. Да. Ничего няма, а пасля мы лидеры по колькости померлых. Да. Мы там признали 2 случая, видимо, там уже просто с пистолетом стояли. В одном случае это было там, хозяйство на 1 свинью, ну, как бы, в общем, свели к минимуму, так сказать. АЧС. Свели ли мы к минимуму ее на самом деле, непонятно, потому что реально болезнь такая, что санитарный убой просто по фермам целиком. И когда у нас, допустим, за год в Воложенском районе пропадают все свиньи, ну, было там 75 тысяч, стало 0. Но возникает вопрос, все-таки это была болезнь? Ну, или Белстат ошибся и что-то не туда написал, потому что, ну, куда делись все свиньи в районе? И такой район не один. Вот. Поэтому все эти диалоги, разносы, угрозы, они немножко без проговаривания того, какие основные причины. Там, несоблюдение технологий, бесхозяйственность. Ну, неужели до такой степени? Неужели до такой степени, чтобы допускать гибель такого количества животных? Я бы не поверила, если бы сама не ездила, когда еще журналисты, все не только тщательно отобранные, могли без проблем ездить с министрами в разные поездки. И в нескольких таких поездках министр сельского хозяйства, тогда Заяц Леонид Константинович, устраивал разносы за несоблюдение технологий. Причем, ну вот, глазами он шел и говорил, что, ребят, ну, этого теленка здесь быть не должно. По технологии он уже должен быть. Вы знаете, вот это вот синдром крестьянской смекалки, да, вы знаете, мы тут годами так делали, у нас все... Послушайте, есть технология, сделайте как положено, да? Нет, ну вот знаете, подождите, у нас тут есть другая идея, она там более экономичная или более привычная, или у нас нет ветврача, или у нас вообще никого нет. Ну, то есть и эта проблема тоже есть. Культура в сельском хозяйстве достаточно низкая. Ну, тем более, что и Лукашенко сказал, что есть хозяйство, где все в порядке, где падеж скота минимальный или отсутствует в целом. Как они планируют возить туда телят со всей страны, чтобы поместить туда, где их не угробят, а вырастят? Ну, мне сложно судить. А зачем тогда такое хозяйство? Ну, давайте мы тогда отдадим, передадим... Или просто закроем эту ферму и будем выращивать там, где их умеют выращивать. Потому что с такой убылью мы, я не знаю, к чему придем. На самом деле восстановить поголовье крупного рогатого скота это больше 10 лет надо. Это картошку, ну просчитались мы, ну вот уже посадили следующую, все, больше. Растет она завтра, вот, ну не завтра, ну к концу июля она будет. Все, сидим, ждем, вот она всходит. С крупным рогатым скотом все несколько сложнее получается. Вот. Проблемы есть и в России, но там это деньгами действительно можно погасить и решить. У нас так не получается. И я не вижу четкого анализа этой проблемы. Какие ресурсы нужны? Не хватает действительно сотрудников? Ветврачи, которые, по словам Лукашенко, во всем виноваты. Але таксама ён жа іх абвінаваціў у тым, што, маўляў, хаваюць праўду, займаюцца не лячэннем жывёлаў і выяўленнем фактаў хваробаў, а тым, як схаваць нам колькасць тых жывёл, якія памерлі. Але я вось думаю, ну які цынізм, так? Тому што вся сістэма збудаваная на хлусні, так? Да. Все всім хлусяць пра ўсё, пачынаючы ад фальсіфікацыі выбараў, сканчваючы ковідам, так? Ну это самы проста гучны прыклад, як хавалі хваробу, смерці, все на свеце. Белстат, які хавае проста ўсё у нас, ледзь не ўсё засакрэчана ў краіне, любыя лічбы у нас дзяржаўная таямніца, так? Ну і як чыноўнікі хлусяць народу, так? То бок вся сістэма, яна проста прасякнута хлуснёй. І пасля Лукашенко прыходзіць і пытаецца, а як так, што ветдактары не займаюцца лячэннем жывёлаў, а займаюцца хаваннем неких фактов? Потому что боятся, что головой им открутят. Послушай, ну тебе сказали, что за это будет уголовная ответственность.
Ну, как Всех бы тебе что пересажаем, всех дороже, твоя оставляем. голова или голова крупного рогатого скота? Тем более у тебя все равно, допустим, нет ни ресурсов, ни ветврачей, там, ни этих сотрудников, ни доярки, ни скотника, никого нет, и вообще культура ведения сельского хозяйства низкая, грубо говоря, вся деревня бухает, и ты с этим ничего сделать не можешь. Да? И никто не собирается соблюдать никакую технологию. Вот. Медицинские вопросы решаются абы как. Я так и не поняла, допустим, в Беларуси бруцеллез сейчас есть или нет. Вот все вокруг говорят, что у них есть, борются, обсуждают, там, страдают, ищут какие-то пути, а у нас его нет. Мы опять какие-то уникальные. Или мы об этом молчим? Может быть, реально просто все боятся сказать, потому что проблема у тым, что все боятся за свою голову. Вось я буду ведаць, я ляпну, конец придзе мне, так? На мяне всех собак пасля спусцяць и спишут, что это я во всем виноваты. Як было с докторами, якія правду казали про ковид, например? Слушай, ну так же было и с айтишниками, когда Лукашенко к ним приезжал, и надо было выйти и сказать, почему все айтишники фактически нарушают белорусское законодательство. Надо было сказать, что ситуация такая, что работая с мировыми компаниями невозможно не нарушать белорусское законодательство. Потому что там никаких мокрых печатей Google не выдает, потому что то, как мы работаем сейчас, не соответствует, точнее, белорусское законодательство не соответствует современным реалиям. Но для этого надо вот выйти к Лукашенко и ему это сказать, объяснить, доказать, а потом после этого поехать разрабатывать новое законодательство, а не в тюрьму, а варианты тут 50 на 50. И кому хочется рисковать? А ты выйди и скажи Лукашенко, что при таких условиях, при таких фермах, при таком финансировании у нас будут эпидемии, у нас будет выкашивать этих телят, и ничего хорошего не получится. Так не толькі Лукашенко, зараз караю кіраўнік Гарадзеншчын таксама сабраў усіх, давайте вырашайце праблему падзёжу скота, вельмі так зноў жа з пафасам на ўвесь інтэрнэт. Але таксама я вось думаю, сядзяць гэтыя людзі, так, прафесіяналы ў сваіх сферах і думаюць, ну як сказаць Караеву, сілавіку, задача якога была зусім недавно там галаву з плеч, так, здымаць за ўсё пра ўсё. Як яму сказаць цяпер, што ёсць вось такія праблемы, і іх просто так не вырашыць, так? Таму што ўсім трэба хуткія рашэнні, якія заўтра вырашаць все наши проблемы. Ну да, и любой вариант будет ставить под сомнение вот эти все 30 лет. Ну, эти условия хозяйства не складывались 30 лет. Это не то, что Google тут, мы стали работать с Гуглом, Google хочет от нас не такого, и давайте мы как-то подстроимся, иначе мы не сможем работать вот с этими мировыми гигантами. Здесь нет, это сельское хозяйство, которое сам Лукашенко прекрасно знает и многое понимает, и я уверена, что это был бы вполне неплохой министр сельского хозяйства в нормальных условиях работы, даже после первого срока. Мы имеем то, что имеем, и понять, что происходит из всех вот этих путанных речей, совершенно невозможно. И Караев, который, значит, щелкая каблуками, значит, ходит и пытает этих бедных селян, так что на самом деле происходит и как же это остановить? Ну, для начала отменить уголовную ответственность, да, и попытаться действительно понять. И попытаться понять, что именно мы скрываем и какие в этом цели. А цели могут быть самые прозаические. Из серии, слушай, нам там надо экспорт на Китай или нам там надо экспорт на Россию, а они не будут брать, если у нас неблагополучие по там, ящеру, бруцеллезу, АЧСу или еще чего-нибудь. И все. Все, для решения сиюминутной задачи мы готовы закрыть глаза на все это. Про Караева мне просто цікаво назіраць, як ён вжываецца ў сваю гэтую ролю чыноўніка і як ён кайфуе ад гэтага, тому што відавочна яму вельмі падабаецца. Слушай, мне кажется, что он вот-вот достанет наган и, если что, начнет так в воздух. Але таксама цікава, што у яго на стале падчас всіх гэтых запісаў там бачна, што ляжыць, значит, нататнік Лукашэнкі з ягонымі легендарнымі цытатамі, і ва ўсіх гэтых дзяржаўных рэпартажах адзначаць, што вось Юрый Караеў запісвае свае каштоўныя думкі ў гэты нататнік, відавочна натхняючыся сваім, значит, кумірам. Цікава, што на фоне ўзмацнення санкцый супраць і Беларусі і Расіі Лукашенко зрабіў не симметричный крок, асимметричный крок. И у нас аккурат дазволили и Гародніну завесці з недружественных краін.
І, значить, вучэнне перанеслі з мяжы ў глыбкі, што таксама вельмі цікава выглядае. Да, правительство с таким милым лукавством, значит, совершенно случайно список продуктов, которым разрешили ехать в Беларусь, совпал со списком тех продуктов, которые исчезли накануне из белорусских магазинов, потому что свое кончилось. Но мы, конечно, этого не заметили, потому что решение абсолютно правильное на самом деле. И самая показательная история – это с яблоками. Им тоже разрешили их ввозить, и я еще удивилась, думаю, странно, яблоки тоже разрешили ввезти из недружественных стран, а с яблоками-то как раз никаких проблем у нас в апреле не было. Получается, что ни тиктоков с яблоками не было, Путин не шутил про яблоки. Ну, в общем, ничего не было, а яблоки были. Ну, тут польская статистика опубликовалась, и чудо объяснилось. 9 тысяч тонн, в 6 раз больше, чем в марте, ввезли. То есть яблоки были разрешения и раньше, и они ехали благополучно из Польши. Да? На этом месте могла быть картошка, капуста и все остальное, заметьте. И в нормальных странах так и случается. Если у вас что-то кончилось, вы это спокойно, нормально в рабочем режиме покупаете у соседа, везете, все счастливы, польские фермеры рады, белорусские покупатели тоже. В общем, нет никаких проблем, да, и не надо санкций, жестов доброй воли, актов милосердия, гуманизма. Мы съедим польские яблоки просто из гуманизма, да, просто не оставлять же польских фермеров наедине с этой большой бедой в виде урожая яблок. В следующем году, кстати, будет не урожай, Лукашенко уже сказал об этом. А если Лукашенко заранее говорит, что будет не урожай, это как с трудным годом. Он же предупреждал, вот, сейчас все оправдывается. Да, поэтому жест доброй воли очень своевременный, и говорят, что картошка уже появилась, правда, уже по рубль 87. Ну, слушай, это, конечно, хуже, чем по рублю, как было в конце прошлого года. Ну, это лучше, чем ее отсутствие. Тем более, что осталось подождать уже чуть больше месяца, и появится уже своя новая. Вот, да. И Путину про яблоки тоже шутить не пришлось, а Путин дважды уже пошутил, ему явно нравится эта тема, и подкалывать Лукашенко, это прям вот он получает удовольствие от этого. Впрочем, сейчас, может, уже и не получает, потому что с тех пор, как украинские беспилотники прилетели на аэродромы стратегической авиации, его мы не видели пока. Видимо, переваривает впечатление. 42 самолета нібито были пошкоджены. Ну, как минимум 12. Это то, что уже подтверждено визуальными доказательствами. Вот. Так что для Лукашенко, кстати, тоже плохой сигнал, да, что, а если тебя разбомбят, Путин за тебя отомстит. Но это слабое утешение. Он же надеялся, что Путин его защитит. А как же я? Ну, а ты будешь лежать в гробу, знать, что Путин-то сейчас такое придумает. И наверняка придумает, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Жесточайший ответ наверняка будет, но стратегическая авиация от этого не легче. Так и Беларуси. Стоит подумать о миролюбии, самый хороший момент, и тем более вот уже с учениями так и случилось. Вот. Конечно, мы не верим заявлениям литовцев, что это, видимо, связано в первую очередь с тем, что Россия не может обеспечить численность достаточную своих военнослужащих, чтобы провести учения того масштаба, которые планировались. Поэтому на всякий случай лучше их отодвинуть и не смешить, так сказать, НАТО. Но жест нормальный, адекватный, абсолютно. Вы волнуетесь, мы хотим, чтобы вы не волновались, мы это двинули вглубь страны, мы молодцы, мы за мир, мы за яблоки, за картошку, за все хорошее и против всего плохого. Поэтому нет вопросов, полное миролюбие. Хренин, кстати, так и не заметил, по-моему, ни дрона, ни Крымский мост. Это незачем. Але цікаво, що ти казала, що виросла статистика по продажі фізособам бульби для посіву. Да. Так? Да. В любой непонятной ситуации саджай картошку. Бульбу. Так. Але гэта таксама пра тое, што людзі ўжо не надта давяраюць уладам, и в этом сенсе лепш я подстрахуюсь, так? Абсолютно. Они быстро вернулись к этой советской привычке, когда на всякий случай, да, можно и кабана где-нибудь в сарае держать. Ну, сейчас уже нельзя из-за АЧС, из-за всех подозрений. В общем-то, многим кабанам белорусским пришлось не очень, и с тех пор новых в хозяйство личные не спешат заводить. В России та же беда, в общем-то, поэтому... А так бы на самом деле еще и кабана имели бы в хозяйстве. Натуральное хозяйство подальше от государства, поближе к земле.
Мы з табой не так даўно абмяркоўвалі пра нацыяналізацыю Амкадора Шакуціна, так? А вось зараз стала вядома, што збіраюцца таксама нацыяналізаваць аўтамабільны завод «Юнісон». Доўгі час быў адзіны завод у Беларусі прыватны, які збіраў легкавыя аўтамабілі, у тым ліку там вядомыя папулярныя маркі «Сітраен», «Кадзілак», «Мерседес», розных скіраванасцяў, так, то бок рытуальныя паслугі аўтамабілей для гэтага кірунку, медыцынская таксама забеспячэнне, то бок вельмі шматфункцыянальны бізнес, і ў год ім удавалася до 25 тысяч аўтамабіляў розных збіраць, то бок вялікі завод, пад Мінскам знаходзіцца, вёска Абчак, 10 кіламетраў ад сталіцы. Ну і вось зараз стала вядома, што нібыта у іх таксама там не ўсё гладка. Што там адбываецца? Ты разумеешь? Да, фактически это изъятие собственности по требованию госского имущества. Формально это кейс похож чем-то на Макдональдс, но дело в том, что по этому законодательству можно отжать и эффективно работающий бизнес по западной франшизе и проблемный бизнес у белорусского олигарха. Потому что, да, там британская контора, но это компания Алексея Ваганова, это всем известно. Это очень крупный бизнесмен из 90-х. Это человек из прогрессивных бизнесменов. Это не те, кто работал там на всех этих схематозах, на каких-то дополнительных возможностях, да, friends with benefits, да, когда ты с властью в каких-то особых отношениях, хотя на самом деле у него были и особые отношения с властью, но, правда, не с белорусской, а с российской. Писали про его тесные контакты с управделами Ельцина, с Бородиным, а это человек, который мог абсолютно все, ну, прям совсем все. Это было время крупных масштабных деятелей. Вот. И бизнес Ваганова считался очень прогрессивным, потому что, да, он стал возить машины, стал дилером, но в отличие от многих, это было не просто купи-продай, сними пенку и, значит, деньги там выведи куда-нибудь. Это все вкладывалось, было много вложено в развитие сервиса, автовозы. То есть это была вот эта инфраструктура такая большая, да, автосалон вот Нагурского, многие его еще помнили, Форд, вот, очень популярная в Беларуси марка была. Действительно, было много попыток развивать бизнесы и автомобильные, и не только, как у каждого порядочного олигарха, у него был телеканал, 8 канал, белорусский, вот, мексиканские сериалы показывали. Проблемы, знаешь, сложно сказать, те же они, что у Амкадора или нет, но я думаю, что санкции тут тоже сыграли не последнюю роль, потому что было много попыток масштабировать производство, выйти на те самые вот 25 тысяч хотя бы, да, чтобы проект имел экономический смысл. Было очень много долгов, часть активов гостиницы, и не только, постепенно за долги отошли другим собственникам. Ну, это проблемный был бизнес, давно проблемный, поэтому это не государство отжимает какие-то прибыльные активы участника, это фактически государство национализирует убытки, потому что реально много лет уже ждали кредиторы возврата этих долгов, но не получилось. Сложно сказать про причины. Тут, конечно, очень неплохо бы побеседовать с самим собственником. Ну, кстати, Ваганов всегда был достаточно закрытым, особенно последние годы. Не всегда, а последние годы, потому что все шло не очень благополучно, не масштабировалось. Ну, я так понимаю, что после того, как Беларусь запустила этот проект BLG, возможно, и необходимость в этом заводе стала заметно меньше, и сказать, что это прям вот государству очень надо, этот завод, мне сложно сказать. Ну, наверняка там... Из 20-х годов Юнисон переориентовался больше на сборку китайских автомобилей. Да, да, поэтому, ну, возможно, что они смогут наладить там сбор каких-то других китайских автомобилей. Вот. Но факт, что и санкции, и изменения вообще всего в бизнес-среде, я думаю, что все это подкосило. Старая гвардия начинает сдавать. Ну, с другой стороны, эти люди, которые продержались много лет, а в таких условиях хозяйствования, которые были в Беларуси, за это уже надо медаль давать. Поэтому, ну, посмотрим, что будет государство делать с этими активами. Это любопытно. Ну, я не думаю, что на них будет стоять прям очередь желающих, что это такой актив, который прям каждый хочет
получить. Цікава цяпер назіраць за тым, як у Расіі адбываецца нацыяналізацыя. Там, канешне, майстарскія зараз спрабуюць адабраць паспяховы прыбытковы бізнес кампаніі Леста. Так? Гэта Санкт-Петербургская кантора, якая забрала беларускую і расійскую частку бізнесу Варгеймінга. Так? Танкі. Да. Легендарная гульня, мільёны аматараў па ўсім свеце. Так? То бок гэта значный, классный кавалак пирога, так? Это, вот зараз, это просто да. Растущий, прекрасный, да. На самом деле это история чудесного сплава идеологии и бизнеса. Ну, сам Виктор Кислый, на минуточку, стабильно входит в топ-10 крупнейших белорусских бизнесменов, несколько лет его возглавлял. Вторым из белорусов вошел в мировой список миллиардеров долларовых, совершенно не последний человек в белорусском бизнесе. Естественно, в феврале 2022 года заявляет о том, что компания уходит из Беларуси и России. Летом буквально там на флажке успевают закончить сделку, продать своему питерскому менеджеру эти активы. Відавочна, што ў кантэксце пачатку поўнамаштабнага ўрывання гэта было супер таксічна і небяспечна для Кислага, які развівае бізнес па ўсім свеце. Абсолютно, который говорит, что поддерживает гуманитарные проекты в помощь Украине, много донатит и так далее. Настолько много, что его совладелец Варгейминга попадает в список террористов, порадовав нас с коллегами, что там не только мы, но и приличные люди. Вот, за большой донат. Да, здесь важно, что происходит и до, и после. Компания начинает очень неплохо расти в России. Компания в 2023 году Леста Игры входит впервые в топ-30 компаний Рунета крупнейших, на 14 месте с капитализацией $800 миллионов. 2024 год, она уже 14-я, нет, она уже 10-я, да, с $1,5 миллиарда капитализация. Компания растет. Война, на минуточку, не заканчивается, позиция Кислого не меняется. И тут, я так понимаю, что креативные люди решают, что это очень прекрасный кейс, который можно использовать на благо государства, ну, в смысле России. Да, Леста не поддерживает, естественно, Украину, там вяло поддерживает СВО, ну, как они говорят, старается из скромности, да, из скромности, ну, на самом деле мы же понимаем, да, что просто там, ну, и нашим, и вашим как-то вот ничего не афишируем, да. При этом, очевидно, компания может быть использована гораздо более эффективно. И я так понимаю, что там еще были люди, их было явно немало. Известно об одном человеке, вице-президент, креативный директор Варгейминга, которого уволили сразу в феврале 2022 года, который поддержал специальную военную операцию. Вот, и начал писать Телегина Кислого, что присмотритесь, пожалуйста, что за безобразие у вас происходит. Да, компания вместо того, чтобы призывать, так сказать, исполнить свой долг вначале на танке, а потом и реально на СВО занимается вот этим непонятно чем. И, естественно, деятельность Леста их не убедила, потому что она там что-то собрала и задонатила там ветеранам. Ну, ребята, это компания, которая могла бы заниматься промоцией заключения контрактов. Да, это же наш сегмент, это же наши люди. То он же сидит за танком, ему же может захотеться завтра и на войну пойти. По-перше, треба, каб на танках были правильные литеры написаны, так? Абсолютно, абсолютно. Это подчас может заставок быть... там звони туда-то и записывайся. Да, да, QR-коды всплывают, значит, да, если ты реально там всех победила, хочешь победить всех еще больше, перейди по этой ссылке, там из Минобороны тебя ждут. Да? Знаешь, мне этот кейс очень напомнил кейс Тутбая. Если бы в России происходило то, что происходило в Беларуси, вот примерно это же было с Тутбаем. Заметь, тут же все пользователи, сразу было специальное предупреждение, что все пользователи совсем не экстремисты. Это Хаджаев, новый владелец, и старый владелец, да, Хаджаев, и Кислый. Они у нас террористы, экстремисты, а все пользователи, они все хорошие. Сейчас мы просто нового владельца дадим, и эти танки заиграют новыми красками. Реально, если у тебя есть какой-то классный актив, которым пользуются множество людей, убить его, всех посадить, а зачем, собственно?
Ну, прям даже не вижу смысла. Такая корова нужна самому. Такая корова нам обеспечит выручку, которая растет и прям как на дрожжах. Такая корова нам обеспечит приток контрактников. Такая корова нам обеспечит всплеск патриотизма, будет финансировать, там, я не знаю, устроит к себе пару бывших СВОшников, ну и все будет хорошо. В смысле убить, закрыть не надо, ради бога. Ну, наоборот, мы будем ее холить или леять, отдадим специально обученному человеку какому-нибудь. Вот, ну, все будет хорошо. Але ведаєте, що цікаво, що здавалося, так, як і з репресіями, що Росія більш ліберально ставиться до бізнесу, так, менш, ну, такого нахабства, так, і ось гэтых силових прийомчиків, як у Білорусі, що ми просто там посадимося за і будемо тримати. Да. Що там больш цивілізавана гэта робіцца. А зараз мы бачым, што вось гэтае больш цивілізавана ператвараецца ў то, што да цябе ў адзін дзень прыходзяць і кажуць: ты экстрэміст, да. Мы просто забираем твои активы, тебе нафиг, и все. Давай, бай-бай. Ну, подожди, так ты хотя бы не в тюрьме, да? Ты там собираешь свои вещи, утираешь сопли и удаляешься в закат, да, но не в тюрьму. А это, в общем-то, существенное отличие. Ну и курица достается, прекрасная, несущая золотые яйца. Зарезать такую курицу прям плохая идея. А в Беларуси я уверена, что эту курицу бы грохнули. Кстати, что будет с белорусской частью этой курицы, пока не совсем понятно. Получается, что ее Россия отжала себе. Ничего себе союзники, а, ну, может быть, надо с белорусами поделиться. Вот Лукашенко тоже мог бы управлять такой курицей. Ну, как-то странно получается. Получается, что кислый, значит, получил какие-то, ну, видимо, деньги небольшие. Он говорил, что $250 миллионов он потерял на уходе из России и Беларуси. Ну, все равно что-то получил. А Республика Беларусь, Россия получила растущий бизнес, а Республика Беларусь, простите, что получила? Ну, зараз, получается, все Путин скажет: ну, у тебя была махчимость так зробить, ты не зробил, а теперь все. А так можно было? Учись, студент, да? Вот, поэтому любопытно. Я не знаю, может быть, как-то геймстрим дастся. Я читала, кстати, у вас, по-моему, что люди в шоке, что в тот же день политика компании поменялась, они начали поддерживать войну прямо в телеграм-каналах. В соцсетках стали писаться посты о поддержку да, и так званой военной операции. И белорусские сотрудники экс-варгейминга, сейчас геймстрима, они немножко оказались в такой сложной ситуации. Ну, ребят, опять спасибо, что живые. Ну, значит, вам придется менять работу, если для вас это неприемлемо. Вот. Видишь, тоже, да, люди были, они же понимали, в общем-то, что лес-то это такая, ну, на грани, в общем-то, да, что из-за СВО они чуть-чуть подтапливают. И вообще, ну, казалось, что это так вот. И это вот все про то, что на межи, так? Компромиссы, компромиссы, тебя затягивает. И ты разумеешь, что, ну, пока что просто белорусская, российская юрасоба, але ад мяне ніхто нічога не патрабуе, а пасля, давай напиши пост. Тем более ты можешь работать в этой конторе, а если что, говорить, что, ребята, ну, такой он кислый, он украинцев поддерживает, да, я ж почти за него, я ж бывший, вот, ну, он просто меня продал, ну, а так я, в общем, скорее за него, да. То есть это вообще прям позволяло людям долго сидеть на двух стульях. И добро себя отчувать, в моральном сенсе. Это очень белорусская традиция. На двух стульях сижу, третьей ногой придерживаю. Как оно там дальше повернется, непонятно. На всякий случай ну, сейчас вот такой момент выбора действительно придется. А выбор-то на самом деле зменшается, потому что таких, ну, позитивных, неполітичних, неполітизованих бізнесів, від яких ніхто нічого не потребує, их все меньше и меньше становится. Ничего, интегралу всегда нужны новые айтишники. Вот это, по-моему, Девбай писал, что заберут они часть бгуировцев по распределению, там достаточно большую. Вот, ну, пойдете на госкомпании работать, а что делать? Варта, конечно, абмеркаваць вельмі надзвычайную сітуацыю, якая адбылася ў БНТУ, так? Раптоўна памёр выкладчык універсітэта Міхаіл Шчукін. Нечакана, так? То бок гісторыя выглядала так. Выкладчык падышоў да універсітэта. Мы бачым некалькі відэа, кароткіх кавалачкаў, дзе яго там за шкірку спрабуюць спыніць сілавікі, ён спрабуе ад іх уцячы, і пасля мы бачым, што ён ужо дзесьці там на паркоўцы, ужо накрыты накрыўкай, то бок чалавек памёр. І, канешне, паўстае вельмі шмат пытанняў. Што адбылося,
што 47-гадовы выкладчык, былы выкладчык гэтага універсітэта за вельмі кароткі прамежак часу раптам памірае на вачах псіхмінакоў студэнтаў, якія у вокны назіралі всю гэтую сітуацыю, і у руках фактично силовиков просто посярод дороги. Знаешь, в этом кейсе вот первое, на что обращаешь внимание, то, что мы точно знаем про эту ситуацию, что люди, которые вели видеозапись, они точно знают, как развивалась ситуация и что, собственно, случилось. Они это знают, у них есть это на видео, но нам они показали 10 секунд из середины, начала побега. А все, судя по расстоянию, которое он успел пробежать, это несколько минут. 500 метров, такие лишь бы назывались. Ну, то есть мы видим там, максимум 10% от той записи, которая есть. Если вы считаете, что милиция ничего не нарушала, ничего не действовала в рамках своих полномочий, покажите видео. Ну, как бы это логично, это расставляет все точки над «и». Я совершенно в шоке была от вот этого подхода, как и в случае с Мельниковой. Если ты не знаешь, что случилось, на всякий случай срочно дискредитируй того, с кем это случилось. Да? Еще вообще ничего не понятно. Еще просто вот первая волна, да? Но ты на всякий случай уже говоришь, что, значит, преподаватель домогался к девушкам, был странный, как там всех достал, это прям вообще аргумент. Ну, и пришел в университет, миновито как да, да. То ли изнасиловать, то ли убить кого-то, да. Ну, просто иначе зачем? Люди в университет же не приходят, там, не знаю, может, он книжку забыл в библиотеку сдать, а может, кружку свою любимую оставил, когда, значит, увольнялся. Да, и это мирно решить не удалось. И все это вбрасывается очень странным способом. Это телеграм-каналы силовиков, и это очень пространная статья господина Лазуткина, политолога, в газете «Минская правда», где откровенно дискредитируется этот бывший сотрудник, где, значит, говорится, что и к студентам, особенно к студенткам, как-то там не так относился. И прям, ну то есть откровенная дискредитация человека, заметьте, уже умершего. Да? То есть... І ў гэтым моменце, як бы, я таксама, я не падтрымліваю дамаганне да студэнтак, так? Абсолютно. Але просто раскажыце гісторыю, чаму чалавек памёр, што здарылася? Вот, то есть, если этот человек действительно приставал к студенткам, но состава преступления из этого никак не вытекало, тогда почему эта характеристика личности важна мне для того, как его задерживали? Его задерживали не как человека, пристающего к девушкам, да? Его задерживали там не при попытке к кому-то пристать, не при попытке изнасилования. Его задерживали, он пытался пройти в университет. Ну, это, безусловно, неправильно, если у тебя там нет пропуска, если ты не имеешь на это право, то тебя должны завернуть как-то, да? Ну, вот его завернули. Хотели с ним провести беседу в участке, я так понимаю, но не смогли догнать 47-летнего преподавателя. Ну, такое, да. Я слабо верю во всю эту историю, я хочу увидеть тогда полное видео. И я не считаю, что вот в этом моменте очень важна характеристика личности его. Потому что если человек реально домогался к девушкам, то для этого есть белорусское законодательство. Жесточайшее наказание за всякие непотребства у нас есть, да. Я так понимаю, что ничего такого там не случилось, человека уволили по окончанию контракта. Да? Тогда он не был вот этим вот, не достал никого еще, не приставал никому, ничего. Ну, это очень странная история. И очевидно, что с ним случилось что-то, чего нам не показывают, и видеозапись этого чего-то точно имеется. І тут же яшчэ, ну, відавочна, вось гэтая сённяшняя сітуацыя, што недавер да сілавых структур настолькі высокі ў грамадстве, што любая версія, высунутая імі, не падмацаваная відэаздымкамі, так, поўнымі, альбо нейкай фактурай, відавочнай кожнаму, яна выклікае шмат пытанняў. Ты апрыёры не можаш давяраць іхнім версіям, таму што яны страцілі давер. І ў гэтым сэнсе цяпер, што б не адбылося, да іх будзе заўжды мільён пытанняў, таму што проста да гэтых структур няма даверу. Ужо людзі не давяраюць ніводнаму чалавеку, які выходзіць і расказвае: зараз я вам, як там прэс-сакратар міліцыі ці яшчэ хтосьці, раскажу, як было на самай справе. Безусловно, ну и есть отсутствие у них формальной логики. Возможно, это в милицейской логике, но формальной логике это не соответствует. Когда я спрашиваю: ребята, а что у вас случилось? У вас мужик умер.
Он приставал к девушкам. Подождите, ребят, он умер, я хочу знать, что с ним случилось. Он споткнулся, он, может, споткнулся и головой стукнулся. Так вы мне так и скажите. Он споткнулся и стукнулся головой. Или там я сделал предупредительный выстрел в воздух, он испугался и упал и умер от инфаркта. Да? Ну, мне не важно, он же не приставал к девушкам, вы его оттащили и там случайно перестарались. Да? Я вижу на видео, что он бежит отдельно от вас. Да? А потом что-то происходит, он лежит мертвый. Причем тут, что он делал? Я спрашиваю, что с ним случилось. І ведаеш яшчэ пра тое, што ў Беларусі ўжо хутка развучыцца цывілізавана затрымліваць людзей, так, таму што мы кожны раз бачым вось гэтае шоу з урываннем собра, кіданнем людзей на падлогу, тварам морды ў падлогу, так, вось гэтыя все, як з баевікоў сцэны, калі чалавека затрымліваюць там за лайку, умоўна, ці за каментар, з гэтым шоу, то, канешне, калі, мне здаецца, сілавікі таксама на гэта ўсё глядзяць, ужо проста цывілізаванае затрыманне чалавека, так, высветліць абставіны, пагаварыць, там яшчэ штосьці, ну, ужо малаверагоднае ў гэтай сістэме, так, яны проста ўсе становятся, ну, вось такімі жорсткімі. Да, а коммуницируют с нами они через вот эти помойные каналы, этим замечательным слогом, таким немножко таким блатным милицейским, да, что чё, он сам, да как полез, а мы ему. И почему-то провластный политолог пишет, что, возможно, были использованы какие-то спецсредства. Слушайте, а у вас есть какой-то канал коммуникации официальный, да? Почему я из уст какого-то политолога, который, по идее, не имеет отношения к этой ситуации никакой, он мне рассказывает, что, а может, и нормально, что использовали? Так использовали? Так скажите, что использовали, почему использовали? Ну, может, действительно нормально, может, мы просто чего-то не знаем, нам скажут, и мы, ну, будем оценивать реальную ситуацию, да? А у нас есть люди, которым можно использовать вообще все, что угодно, да? Ну, просто напишешь, что он там, ребята, вообще в 2020 году не за того голосовал. И все. И поэтому мы его, значит, так наваляли, что он немножко умер. Да? Ну, ничего страшного, бывает. Працягваюцца шпіёнскія скандалы ў апазіцыі. Вось зараз высветлілася, што яшчэ ў аднаго чалавека ёсць пашпарт прыкрыцця. Аказалася, што гэты чалавек фотограф Іван Мішчук, які па пашпарце прыкрыцця Іван Мішин. Там імя па бацьку супадае, я ўжо нават забыла, якое яно, не мае значэння. Але фотка, ну, відавочна, там адзін і той жа чалавек на фотцы з гэтага пашпарта прыкрыцця. Цікава, што гэта за чалавек? Так, чалавек фотограф, чалавек выехаў пасля падзей 20-го за мяжу, чалавек прыбіўся да АББ, так, структуры, якая падтрымлівае бізнес незалежнай, і мякка пранік у апазіцыйныя структуры асяродкі, там фотка умоўна Аліну Коўшык, калі яна яшчэ ў офісе працавала за справамі. Прычым, як уже пасля расказвалі людзі, якія з ім перасекаліся, часта фоткаў за дзякуй. Ну, что таксама выклікае пытанне. Так, что ты там фоткаеш, что на столе лежыць, так, сумачка, некія там дакументы, паперы, асяроддзе. Ён бываў дома ў розных дзеячоў апазіцыйных структур, і ў тым ліку бачыў людзей, якія былі непублічныя, так, то бок бываў на нейкіх закрытых івентах, мерапрыемствах, і доўгі час фоткаў удзельнікаў квіза ў Польшчы. Ну, таксама не сказаць, што яны там все пратэстоўцы ці робяць штосьці забароненае, але тым не менш, сапраўды вельмі шмат беларусаў проста збягаюць публічнасці, так, ну і калі цябе фоткае чалавек з пашпартам прыкрыцця, ну, адразу з'яўляецца пытанне, а для чаго ты фоткаеш, так, збіраеш доказы, так, збіраеш сведчанні, каму ты будешь перадаваць гэтыя фоткі, ну, і што ты зафоткаеш з таго, што я не бачу. Да, может быть, моя фотка никому и не нужна, но как минимум меня напугать тем, что я твои фотки сейчас, знаешь, что с ними сделаю, знаешь, куда пошлю? И расскажу про твои активности, да, как минимум для этого. На самом деле тут еще важно, что паспорт прикрытия у него получен в 2021 году. Потому что истории с паспортами, полученными до 2020 года, ну, честно говоря, мне бы хотелось вот по этим кейсам больше подробностей, потому что я так понимаю, что часть истории могла быть не политическая. Ну, люди тогда занимались очень разным, да. Были экономические преступления, был наркотрафик, и были люди, которые в том числе что-то делали вот по борьбе с этими направлениями. Кейсы с 2020-2021 года для меня однозначно политические уже. Тут объяснить это какими-то еще, значит, смыслами довольно сложно. Вот. Ну, тем более я так понимаю, что человек сильно и не пытается. Ну да, это опять челлендж для всех, это опять поголовная паранойя,
Это, причем, заметь, это поголовная паранойя у одной части, а у других, наоборот, такая бравада. Да кому я нужна, господи, боже мой, да? Так я я же не Мельникова, я с 32-летними спортсменами, значит, нет. У меня вон там лысеющий, толстеющий, это вряд ли КГБшник. Ну, ребят, ситуация складывается такая, что бдительность придется удваивать всем. И мне не очень нравится вот этот подход, когда там, а во всем виноват Латушка, что он не проверил свою Мельникову. Ну, ребята, она пришла от киберпартизан. Туда она тоже наверняка пришла от кого-то. Да? Просто получается такая ситуация, что это комьюнити только складывается, почти все ниоткуда, ну, кроме потомственной оппозиции, к которым тоже много вопросов есть. Поэтому получается, что надо какие-то, наверное, тогда там, критерии безопасности, проверки все-таки иметь, соблюдать и так далее. Потому что реально очень много новых людей в окружении, и всем сложно сделать какие-то выводы. І гэта пытанне яшчэ ведаеш якое, наколькі добра ты ведаеш людзей, якія побач з тобой, так? Мельнікова была правай рукой Латушкі, так? То бок я бачыла шмат разоў, яна просто была побач з ім паўсюль, так? І я, дзякуючы гэтаму, яе ведала. Вось, але ніхто з блізкага атачэння працоўнага не ведаў, што яна катаецца на Кубу. Ці ведаў, але няўжо ні ў кога не ўзнікла пытання, ці гэта окей, так, кататься на Кубу, то ты поехал на Кубу? На Кубу. Я? Ну, ни в Египет, ни в Турцию, никуда. Я Дубай, даже, спокойно, Дубай. Я даже ездя в Будапешт, как бы испытываю некоторые сомнения, хотя я прекрасно понимаю, что это Евросоюз. А ты все. Пробач, калі ласка, але ты не правая рука Латушкі, вообще разумеешь? Нет, вот совершенно. А калі правая рука Латушкі спокойно дозволяет себе Шри-Ланка, Куба, Дубай и так далее. Дубай выдает всех, и это знают все, кому что-то угрожает. Поэтому для меня это однозначно красный флаг. Так и дети, ездящие в Беларусь. Муж які ездзіць у Беларусь. Ну, окей, былі, але калі вы жывяце ў межах адной кватэры, выбачайце. Як бы, чым це там могуць шантажаваць? Відавочна, ёсць дзеці, якімі заўжды можна шантажаваць. Калі твой муж катаецца з дзецьмі, ў нейкі момант ён цябе забярэ і скажа, ты побачыш іх у наступны раз, калі зробіш то і то. Слушай, это очевидно странная и опасная ситуация. Детей с бывшим мужем такой человек отправлять не должен, потому что мы все понимаем, что минимальная подстава, допустим, твой муж уехал с твоими детьми в Беларусь, им надо давление на тебя, ему просто подбрасывают какой-нибудь косяк в куртку, он садится по 328, ты даже не вывезешь этих детей, потому что нет ни на кого доверенности. И я знаю кейсы, когда в похожих ситуациях обычные люди, когда просто семья распалась, дети были в Беларуси с одним из родителей, второй по политическим мотивам уехал из Беларуси, и первого задерживают. И дети оказываются без возможности выехать из страны. И это прям беда-беда. И о таких кейсах известно. Это случайно. Здесь устроить такое специально, абсолютно элементарно, не требует никаких совершенно усилий. І вось гэта, ведаеш, выдае пытанне матывацыі, так? Навошта ўвогуле Мельнікава гэтым займалася, так? Таму што яна акурат з вось гэтай новай генерацыі, якія прыйшлі, выпадкова ў 20-й год. То бок яна была дома з дзецьмі, так, гадавала малых дзяцей, і тут раптам на хвалі яе выносяць, і выносяць не просто ў палітыку, так? Яна становіцца спікеркай КР, так? То бок там другая, третья, четвертая, пятая, але публічная асоба, адна з топ-апозіцыянерак, так? І ў гэтым выпадку, канешне, узнікае пытанне вось гэтых рычажкоў, так? Ці засталіся нейкія рычажкі, ці бяспечна гэта? Причем, знаешь, многих, допустим, как нас с тобой, нас вынесло фактически из Беларуси, и мы просто остались в своей профессии, мы оказались там, где мы оказались, в общем-то, без особых усилий со своей стороны, да, то есть никаких не пришлось принимать каких-то сложных шагов, решений и так далее, да. Если бы ты принимала решение, ты хочешь все-таки в Дубай, на Кубу, на Мальдивы, или ты хочешь заниматься своей профессией, допустим, там, публичной политикой. И это выбор. То есть я прекрасно знаю, что я никогда не поеду на Мальдивы. Как бы ни сложились замечательно мои жизненные обстоятельства, я могу, разбогатеть, выйти замуж за олигарха, получить какое-то фантастическое наследство. Все это со мной может случиться, но на Мальдивы на отдых я не поеду никогда. Это точно. Понятно, что до завершения этой белорусской истории, потому что это опасно. А личная безопасность – это вопрос номер один. А ты с детьми куда-то едешь и чувствуешь себя при этом достаточно свободно. И вот эти билеты из Москвы, если они на самом деле такие,
То есть у тебя этого выбора нет. Да, і для мяне, канешне, гэта ўсё гісторыя, якая выплыла з яе бойфрэндам, так, які аказаўся разведчикам там, ці гэбістам. Ну, карацей, задача якога явно была спокусіць Анжеліку, хотя это одна з версій. Возможно, а может и нет. Это одна з версій, так. Ну, прынамсі, сваім сяброўкам не з кола палітычнага, яна рассказывала, што ён зрабіў ёй там прапанову, хоць был женатый. Слушай, ну это такие девушки, которые, честно говоря, сами кого хочешь и соблазнят, и предложения сделают, и выдадут одно за другое. Ну, слушай, это топ-менеджер, это сильная личность, это человек, который умеет рулить. Ну, понятно, что он тоже может там влюбиться, потерять голову и так далее, но что-то я сильно сомневаюсь, что это история про большие светлые чувства. Так, але, конечно, персцёнак, ну, гэта персцёнак, так, ён таксама да, на пальцы з'явіўся не просто так, і рассказывала яна пра гэтага чалавека. Реквизит мы занесем в протокол, безусловно. Так, ну, есть... але ведаеш, я вось таксама думала, но зноў жа на Шрі-Ланцы ён да яе падкаціў выпадкова, там просто прынц так з'явіўся на белым кані, і тут каханне, значыць, здарылася. Ці онлайн, але у любым выпадку таксама чалавек жыве ў Беларусі, застаецца ў Беларусі, яна пра гэта ведае, не можа прыехаць у Еўропу. Зноў жа, а чаму ты не можаш зрабіць візу? Ну, як бы, колькі чырвоных кнопак павінна было загареться? Основные мотивы для нас неизвестны. Да? Это, знаешь, как у криминалистов. Нет мотива, ну, все рассыпается. На самом деле, даже если нам сейчас кажется очевидным, что какие-то вещи, ну, вот, она крякает, она похожа на утку, наверное, это утка. Ну, вот в данном случае для меня не очевидно, потому что я не очень понимаю пока мотивы. Конечно, хотелось бы послушать все-таки какую-то фактуру. Хотя, безусловно, все это исключительно подозрительно, и я не очень понимаю, как это не вызвало никакого удивления и так далее. Ну, я, допустим, там всех своих даже дальних знакомых знаю, кто ездит в Беларусь, и как бы вот эти вопросы безопасности, это то, что проговаривается постоянно, и люди пытаются как-то это, ну, контролировать, минимизировать и так далее. Это тема, которая обсуждается. И, ну, конечно, с этой историей всем треба сделать выснову, что трэба 3 разы падумаць, з кім ты сустракаешся, з кім ты перапісваешся і хто да цябе падкатвае, так, па нейкім выглядам. Абсолютно, абсолютно, да. Так что молодым, симпатичным девушкам тут надо удвоить бдительность, вот, потому что, да. І звертацца да белпола і кіберпартызан з праверкай кожнага бойфренда, які з'яўляецца на горизонте. Абсолютно, особенно когда это такая типовая ГБшная внешность, абсолютно, они очень похожи, это такой типаж очень распространенный, да, такого положительного молодого человека спортивной наружности. Але вяртаючыся яшчэ да агулам гэтай сітуацыі з пашпартамі прыкрыцця, якія цяпер вось рандомна выплываюць то там, что вельмі добра, потому что... Слушай, ну мне бы хотелось какой-то системности. Я все жду, когда нам скажут, что, ребят, там, мы там просканировали базу, предположительно там до 500 человек, вот может иметь такие документы, мы сейчас там работаем, там проводим более детальное изучение и так далее. Ну, мне кажется, как-то это не очень сильно всем надо. Ну, я спадзяюся, што магчымасці штучнага інтэлекта з часам дадуць такое зрабіць, будзем чакаць і спадзявацца. Але што мне цікава, што, канешне, і нават у кейсе з гэтым фотографам людзі не хочуць у гэта верыць. Людзі проста не хочуць верыць. І што мяне больш за ўсё паражае, што кажуць, давайте спытаемся у Івана, хай ён скажа. Ён скажа нам, што гэта неправда, і мы яму паверым. І для мяне вось гэта парадокс, так? Ну, як бы, людзі, ну, реально, калі вы спытаецеся у агента, ці ён агент, вы сапраўды думаеце, што ён вам скажа, вы мяне раскрыли, як у гульні мафия? Ну, с одной стороны, хорошо, кто-то говорит, что у меня паспорт прикрытия. Я говорю, ребят, у меня его нет, да, допустим. Ну, окей, ну, мы тебе верим, допустим, да, но давай так, в оппозиционные структуры ты не лезешь, спокойно снимаешь там какой-нибудь фудблогерством занимаешься, да, и, возможно, со временем мы действительно поймем, что мы зря там на тебя наехали, да. Помнишь кейс с фотографом Белты, с девочкой, на которую тут ополчилось все варшавское и виленское сообщество, значит, что она вот работала в Белте, а потом приехала в Польшу. Ребят, ну, человек, во-первых, объяснил, почему он приехал в Польшу там спустя 2 года после начала протестов, потому что на ней был большой долг, она его полностью за украденную технику, она не могла выехать из страны, потому что у нее была не погашена задолженность. Как только она ее погасила, она выехала. Она выехала в Польшу, известно по каким документам, и она занималась студийной портретной съемкой, никаким оппозиционным кругам близко не подходила, ничего такого, никаких отношений не имела, нет, не был, не участвовал. Ну, для меня этого объяснения достаточно, да, чтобы сказать, ребят, ну, человек просто работал на Белте.
Ну да, в 22 году, ну потому что не мог он уволиться в 20-м. Ну, во-первых, послушайте, ну редко бывает, что человек может прям вот встать и вот просто вот встал и вышел, да. Ну, все равно это занимает какое-то время, там 2, 3, 5 месяцев. Кто-то ищет работу, кто-то там дорабатывает до конца контракта, есть какие-то обязательства. Ну, вот для меня эта история, я верю ей, да. Ну, человек абсолютно не лез в оппозиционную тусовку. А вот когда люди, которые до этого вообще никак, и начинают прям очень активно, прям без них вообще не обходится ничего, да, и прям как так не сходить, да? І головне, що про всіх гэтых людей, у яких выкрываецца гэты пашпарт прыкрыцця, усе кажуць, што ну чалавек, ну божа адуван, так, усміхаецца, пазітыўны, не распытвае, сам про сябе шмат всего расказвае. Ну, вельмі часто такую характеристику можно Слушай, почуць. ну, естественно. Но для меня, допустим, вопрос, что делать с родственниками таких людей. Допустим, знала ли жена, для меня все еще вопрос. Я не знаю. Ну, это надо как-то, видимо, или доказывать, или просто тогда просить человека в связи вот с этими дискредитирующими семейными обстоятельствами просто отойти от вот этой оппозиционной тусовки, чувствительной и нервной. Хаця мне здаецца, калі у чалавека такое было, і ён не працягвае супрацоўнічаць, сам інстынкт выжывання будзе ему падказваць, што я сюды не лезу, выкрыецца, каб да мяне не было пытанняў. Я нікога не ведаю, нідзе не стаяў, нічога не бачу. Ну, Так? для меня то же самое. Но, возможно, у кого-то какие-то другие идеи. Как, знаешь, многие люди, допустим, выехав из Беларуси, кто-то говорит, слушай, я тут хожу на все митинги, мне так нравится вообще. Ну, мне прям вообще не нравится, я не хочу, я некомфортно себя чувствую в большом скоплении людей. Меня напрягает, когда меня узнают. Мне кажется, что мне лучше немножко так вот в стороне, мне комфортнее. А кто-то говорит, слушай, да я наоборот, я там прямо со всеми, и с теми, и на ту импрезу, и туда, и сюда, и с видео, и с фото. Ну, я не знаю, может, темперамент такой, да. Але фотограф, до речі, ідеальне прикриття. Гляди, ти повсерйоз стоїш, слухаєш. И ты вообще по работе. Ти да? по роботі, ти стоїш, слухаєш, назираєш, фоткаєш. Так? Даже Тобі не треба записуєш. говорити навіть нічого. Так? Ні, Ти ні. просто ходиш, нібито не при справах, а у реальності бачиш і чуєш більше, ніж хто. Да, да, абсолютно. Працягваюцца рэпрэсіі супраць медыйшчыкаў, хаця здаецца, што ўжо все, што можна было, пазакрывалі, нармалізавалі, заблакавалі і так далей. Але зноў прыйшлі да рэгіянальных выданняў, так, і пазатрымлівалі людзей у чарговы раз. Але што цікава у гэтай сітуацыі, што выглядае, што гэта атака была не столькі супраць рэгіянальных медыяў, хаця, канешне, яны найбольш пацярпелі, колькі праз прапаганду артыкулявалі месседж, што рэпрэсіі гэтыя супраць немцаў. Карацей, немцаў, дыпламатаў вырашылі зрабіць вінаватымі ў тым, што сілавікі беларускія прыйшлі ў чарговы раз шчаміць незалежнае рэгіянальнае выданне. Хаця ясна, што там ужо даўно ніхто нічога не піша ні пра палітыку, ўсё ў межах гэтага новага, незразумелага, але беларускага прапісанага закона. Так? Ніхто нікуды не лезе, галаву не падымае, не высоўваецца. Тым не менш, зноў все не так, зноў прыйшлі. Ну і цяпер, прычым, што самае цікавае, цяпер-то і да немцаў няма да чаго дакалупацца, таму што немцы проста давалі артыкулы так, пра Германію ў прэсу, што не забаронена ніякім заканадаўствам, все чыста, все легальна, не падкапаешся. Але тур выходзіць на экраны тэлевізараў і кажа, што а ў нас не законы, а ў нас дыктатура справядлівасці. І ў межах этой нашай дыктатуры справядлівасці і парадку, якім бы ён ні быў у іх галовах, гэта все дапушчальна. І, маўляў, будзеце далей нешта там падтрымліваць, пасадзім, выкінем, там, выштурхнем і вас за мяжу. Да, это еще раз доказывает, что нет таких репрессий, которые нельзя было бы продолжить. Да? Всегда можно углубиться и расшириться. Кейс, я надеюсь, он не настолько трагичен, я надеюсь, что людей не задержали, потому что, как позже выяснилось, обыски эти были больше месяца назад, и, возможно, люди на свободе, что просто их пугают. Кино треба было снять? Да, и вот репрессии переходят в эту активную стадию массового запугивания, потому что я не очень представляю, как из договора с немецким посольством о публикации статей, допустим, о Германии, ну, допустим, там, о выборах канцлера. Ну, написала я статью о выборах канцлера. А что, нельзя было? Ну, все пишут статьи, там, вот, о выборах в Польше пишут. Ну, это нормально, к этому реально сложно подкопаться и непонятно зачем.
А вот напугать этим очень даже можно. Я не очень представляю, что они будут делать с вот этими обвинениями, если они ограничиваются там, сотрудничеством с посольством Германии. Опять, это посольство Германии в Республике Беларусь. Если это посольство находится в Беларуси, оно легально, оно законно, оно продолжает свою деятельность, выдает визы и ведет себя вполне прилично, достаточно прилично для того, чтобы оставаться в Республике Беларусь, почему я не могу с ними сотрудничать, там, делать интервью, писать какие-то статьи и так далее? Я же не то, что там нашла где-то на просторах интернета какого-то немца и сделала с ним, значит, что-то, не знаю, раскрывающее страшную правду советской власти. Ничего такого близко нет. Поэтому все принимает такие все более абсурдные формы, и главная задача здесь запугать максимально широкий круг лиц. І ведаеш, вось што мяне яшчэ паражае, так, нахабства. Яны реально паказваюць схаваныя здымкі нямецкіх дыпламатаў, так, з рэдактарам беларускім Сярэдзічам, легендарным, як нешта ледзь не супрацьзаконнае. Так? Па-першае, якога чорта вы это здымаеце, якога чорта вы лічыце адэкватным і патрэбным паказваць пабыты, хто з кім і дзе сустракаецца. Это, там ничего супрацьзаконного нема. Люди журналисты встречаются с посольствами, с посольскими, это нормально. С дипломатами это всегда было можно. Сейчас я понимаю, что любая такая встреча может быть приравнена к шпионажу. Это очень странно. Потому что это обычная журналистская практика. Мы достаточно активно общались со всеми посольствами. И я не разумею, навошта это показывать. Это вось показать, что мы за вами усімі сочым. Мы за вами усімі сочым, і неважна, пад аховай абаронай чыёй дзяржавы вы знаходзіцеся ў Беларусі. Так? Вы тут под нашим пильным наглядом. Крок улево, крок управо. Будем разбираться. Да, мне кажется, что репрессии после углубления, они сейчас пошли вширь и пытаются захватывать какие-то совершенно ранее не затронутые слои населения. Да, вот эта история с новым требованием по обучению детей, что сейчас все белорусские дети, они должны получать образование в Республике Беларусь. Иначе, возможно, постановка родителей в СОП с соответствующими ограничениями. То есть ответственность за воспитание этого ребенка может перейти к Республике Беларусь, что звучит, на самом деле, совершенно ужасно, абсолютно. Короткая ремарка, что да. Гэтыя змены пачнуць дзейнічаць з 1 верасня, змены ўнесеныя ў Кодекс об адукацыі. Да, и получается сейчас, что все дети, тех 500, которые находятся в этом 500 тысячах белорусов, уехавших за пределы России и Беларуси после 2020 года, большинство из них не делало ПП-паспорта. То есть для Беларуси они, дети, живущие в Беларуси, они получают образование в литовских, польских, кипрских и всяких других лондонских школах. И получается, что, оказавшись на территории Беларуси, к ним могут и к их родителям возникнуть претензии, почему вы не получаете образование в Республике Беларусь. Очень смешное объяснение, почему они должны это делать в Республике Беларусь. Потому что у нас специфическая программа, как-то там с учетом национального менталитета, значит, необходимости идеологического воспитания, как-то весь набор вот этот словоблудия. То есть родитель считается автоматически не выполнившим обязательства по вот этому идеологическому воспитанию ребенка, и он под угрозой СОПа оказывается. Фактично так. Яны заявілі, што гадаваць беларускіх патрыётаў можа толькі беларуская дзяржава. Это безусловно. Все элементы будут зрублены под белорусскую идеологичную систему. С этим очень сложно спорить. Но опять, ребят, вы сейчас просто тупо запугиваете людей. Этот документ, который касается беглых. Слушай, вообще наше законодательство, оно столько работает на беглых, оно не устает. В людей внутри страны еще больше 8 миллионов. Может быть, можно заняться как-то их проблемами, да, а не работать постоянно. Что бы у нас такое, слушай, по доверенностям, по паспортам, по школам, что бы у нас еще такое сделать? Вот это еще заочное правосудие, да, вот ты представь, сколько человека часов ушло на то, чтобы вчера Антону Матолько дать 20 лет колонии, да. Ребят, вы не устаете, вы работаете на людей, которые не в стране. Это нанесение ущерба интересам Республики Беларусь, да?
Эти дети не в стране, они учатся не в стране, потому что так решили их родители. Вы можете как-то намекнуть родителям, что не мешало бы как-то нас уведомить, где учится ваше чадо, чтобы мы тут сильно не волновались, что вдруг оно у вас какое-то необученное там остается, да, Маугли будет. Потому что гражданин Республики Беларусь все такое «нет». Вы грозите СОПом, то есть я понимаю, что это удар по бабушкам, дедушкам, которые могли приехать, взять внуков, отвезти в Беларусь, в том числе и тех, у кого родители по политическим причинам не могут сейчас вернуться в Беларусь. Большасці гэтых дзяцей, якім нібыта штосьці пагражае толькі лепшая за беларускую еўрапейская адукацыя без ідэалагічных вось гэтых вычварэнстваў. Ну смотри, сейчас в Беларусь не ездят мальчики старше 15, да? Ну, значит, с 1 сентября не будут ездить мальчики и девочки старше 7 лет. Ну, просто чтобы не оказаться в этой зоне риска. І пры гэтым яны будуць дэклараваць, што ўсе гэтыя захады робяцца для вяртання беларусаў у Беларусь. Именно. А працуе гэта роўна наадварот. Именно. То есть этот человек, на самом деле, и я знаю такие семьи, где я вот чувствую, что риск достаточно высок, что ребенок, которого увезли уже достаточно большим подростком, он может захотеть вернуться, потому что там устал учиться на иностранном языке, переучиваться тяжело, особенно когда ты там, допустим, там, в 7-м, в 9 классе, потому что там остались какие-то друзья, потому что, ну вот есть вот эта привычка, да, они там рвутся на каникулы к бабушке. Ну не будут рваться, спасибо Министерству образования, да, ну не будут, все. Да? Год-два не поехал, уже забыл. Все. Ну, как бы я не... Ну, какая-то дальнозоркость должна же быть, наверное. Вы же принимаете решение в интересах государства, в интересах Республики Беларусь. Вы уже видели эту статистику по рождаемости. За эту статистику ответственных лиц просто реально отдать этому шведу для опытов. Ну, серьезно. 59 тысяч, это в половину меньше, чем до вот этих всех безобразий там, до 16-17 года. Ну, давайте распугаем еще остальных. Але насамрэч жа ўвогуле зараз вось гэты статус сацыяльна небяспечнае становішча, так, ім жа пагражаюць усім бацькам. Да. Бок умоўна, не хочаш плаціць там, не знаю, за абеды, за рамонт школы, не хочаш аддаваць на хакей, не хочаш, каб дзіця ўступала ў БРСМ, так, не хочаш все, што табе скажуць там у школе па ідэалагічнай лініі, так, глядзець кіно пра вайну расійскай вытворчасці ці яшчэ штосьці. Ледь што, а мы адправім камісію, а можа быць у вас там ёсць праблемы, а забярэм дзяцей, і вось гэтым забярэм дзяцей шантажуюць абсалютна ўсіх. І бацькі, якія нейкім чынам былі ангажаваныя ў пратэсную актыўнасць 20-го і пасля 20-го года, яны ў самым уразлівым становішчы. Просто ты можаш даваць дзіцяці ўсё, даваць выдатныя умовы, гэта ўсё роўна не азначае, што цябе ў нейкі момант его просто не заберут. Знаешь, и это все было бы даже эффективно, да, вот эта диктатура, доказавшая свою эффективность. Но она работает в одном случае, если есть железный занавес. Осторожно, двери закрываются, двери закрылись, и мы сообщаем: народ, сейчас мы будем жить вот так, да? Вы не хотите в патриотический лагерь? В СОП. Вы не хотите на хоккей? В СОП. Вы не будете скидываться на флажки, а потом этими флажками махать? В СОП. Все. И двери закрыты, но двери открыты. И все, кто более или менее ресурсный, они думают: ну все, ну значит надо, ну ради детей. Мы не хотели, и я таких историй знаю множество, ну мы-то точно не планировали. Ну ради детей, да, ну чтобы их спасти, чтобы не оказаться не по ту сторону железного занавеса, по какую хотелось бы, забирают и вывозят. Ну, тогда надо, если вы настолько серьезно настроены вот этих всех людей оставить, тогда надо реально просто запретить выезд из страны. Ну, это прям уже такой совсем плохой сигнал. И мне кажется, что люди, в том числе очень активно работающие, знающие, что происходит в системе, они этого очень опасаются. Потому что опять вот из личных разговоров, из того, как забирали детей люди, которые знают, что там происходит, там в середине учебного года срывались, явно эта тема обсуждается, висит и педалируется. І ведаеш, мы працягваем рухацца ў бок гэтай антыутапічнай рэальнасці. І вось зараз я просто
узгадваю гэты 451 градус по Фаренгейту, так, дзе кніжкі спальвалі. Так. Ну, мы хутка таксама да гэтага дойдзем, тому што вы зараз ужо чарговы спіс забаранілі. Там сучасная энцыклапедыя Марыны Ментусавай для дзяўчатак, так, прычым недавно яна сама расказвала пра гэтую кніжку. Выдатны падыход, сучасны падыход, там няма ніякай палітыкі, там просто жыццёвыя рэчы адэкватнай сучаснай мовай прапісаныя, так, і пытанні ўздымаюцца. Всё, цяпер забараніць. БДСМ, литература трапила в список забороненных книг. Это вопрос политический. Не дай бог белорусы начнут получать удовольствие от репрессий. Это надо запретить жесточайше. Но, слушай, на самом деле я этот список видела. Там есть вполне научно-популярная литература, активно переводимая на многие языки и широко комментируемая многими. Да, мне кажется, что часть книг запретили просто по названию. Вот. Ну, БДСМ, я думаю, что они прочитали и, да, ужаснулись, что люди от этого... Мне кажется, что там ЛГБТ, БДСМ, типа все аббревиатуры с 4 литерами, все заборонить, все заборонить. На всякий случай, да, не вникая в подробности. Да. Слушай, ну, знаешь, это такой уже старческий маразм, когда мы уже сами там не поделать, не посмотреть, так давайте позапрещаем хотя бы, да. Слушай, что мы еще можем сделать вот на этой почве, да? Слушай, ну, только что-нибудь запретить. Все остальное мы уже в силу возраста и никак. Я уже чекаю, коли перед националкой Гигина начнут палить костры. Уже как бы эффектно. Взвейтесь кострами синие ночи. Да, ну вот к этому уже идет на самом деле. Ён акурат там заявіў свае жаданні пра тое, каб абнавіць нацыяналку, зрабіць яе там больш, не знаю, сучаснай. Напэўна, каб гэтыя надпісы, якія яны там перыядычна пускаюць, ідэалагічныя, каб яны, напэўна, яшчэ больш яскравей уже ў кожную хату свяцілі Менчукам. Ну, планы амбіцыйныя, канешне, у яго. Ждем, как это сработает. Ну, на самом деле, это подогревает интерес. Я думаю, что желающих почитать книжку Марины сейчас будет гораздо больше. Хорошая книжка надо брать. Абсолютно. Добрая реклама доброй литературы. Абсолютно. Дякую, Воля. Дякую, сябры, что были с нами. Подписывайтесь на канал ТОК, каб не пропустить новые выпуски. Мы выходим по неделях, тому можете включить звоночек, каб не пропустить наши новые выпуски. Нагадываю, что ТОК можно подтрымать рублем, праз PayPal, праз Buy Me Coffee, нават криптой это можно зрабіць. Мы будем удзячныя за любы донат. Это вельмі важно для того, каб наш проект выходзіў и надалей. Дякую вялікі вам яшчэ раз, что вы с нами.